Ну что, ребята, всем привет. 5 мая. Нестабильная погода для весны, ребят. Ну, в общем, наконец-то я открываю жидкую воду, водомоторный сезон, так скажем. И с новой водкой, ребят. Как я и говорил в видео, в этом сезоне я хотел приобрести новую водку. В общем, вчера ездил в Сыктывкар, забрал с транспортной. И все, ребята, все, я на реке. Сегодня поставлю на ход, посмотрю, что да как, в общем. Прокатимся немного, съезжу, может, к Лехе в деревню, так как понтонная переправа убрана, поселок и село отключен, как дорожный, я имею в виду, процесс. Набраться только можно на лодке. В общем, Женек привез на реку. Все, давайте, ребята, начнем распаковочку, посмотрим красотку. В общем, сам хочу, ребят, взглянуть, что за как и почем. Давайте начнем. В общем, погнали. Недалеко от поселка есть слип. Вот здесь недавно была вода, ребята. Но вода вообще в этом сезоне тоже ни о чем. Я боюсь, что не разольет луга. И все будет как в прошлом году. Очень печально, конечно. Ждали разлива в этом году. Ну, погода у нас не позволяет. Ночью снега идут, минус. Днем солнце, +2 всего лишь. Но к выходным обещают хорошую погоду. И вот тут смотрю, наезжено уже, слиповались мужики, охота открыта. Как-то так. В общем, братцы,
Разгрузился вот здесь так на корню. Но сейчас с канавы пойду в реку. Гладиатор 9.9. В прошлом сезоне я его приобрел. Нареканий никаких. Сейчас буквально час назад сделал ТО. Поменял масло в редукторе. Протянул болты, смазался. Все отлично. Ну и в общем вот она, ребята. Новая красотка. В камуфляже. Гладиатор. Е380R камуфляж. 380, ребята. В таком исполнении. Я ее вчера привез, еще не распечатывал. В общем, давайте вместе со мной начнем. Посмотрим, что да как. Долго я ждал, ребят, долго. У нас как недели две уже ходят лодки. А я ждал, ребят, новиночку. И дождался. Флагман 380 на продажу у меня. Люди интересуются, смотрят. Ну, в общем, первая распаковка. И сегодня поставлю на ход ее. Вот такая сумка стандартная. В принципе, наверное, у многих такие сумки. Ничем они не отличаются. Опа. Давай. 3. Вуаля. Хе-хе. Ну что, малышка, с чем тебе едят? Опа. 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 А, хрустит, ребята. Хрустит навье. Ну вот, как-то так. Как-то так, друзья. Все такое тугое. Новое. Сжата, конечно, она плотно насосом. Ладно, сейчас пока не понять. Давайте начнем накачивать, наверное, будет ясно. В общем, в комплекте шел насос. Насос такой здоровый, блин, почему-то. Первый раз такой вижу. Интересно, ребят, надо разбираться. Что-то я пока не могу понять. В общем, наверное, вот так он закрывается. Я тут под что-то еще интересное. Интересно. Насос, конечно, интересный. Смотрю, перчатки шли в комплекте. Ну, литров, наверное, 10, братцы. Вот такой насосик. Я вот не могу понять, что это такое. Опять какие-то новинки. Я еще паспорт не смотрел. Будем смотреть. Немного разобрался. Я вот не могу понять, зачем вот этот выход. Ну, в общем, закрываем. Ну да, насос такой серьезный, конечно. Ладно, начнем, ребят, накачку. Потом будет видно. Стандартные клапана. Опа. Все, начинаем накачивать.
братцы, накачал. Насос, конечно, блин, зверь. Разобрался немножко по насосу. Здесь, в принципе, когда уже сильный перекач, клапан вот этот спускает. И, в общем, если хочешь спустить, то можно будет открыть, и лодка спустится. Все, ребята, вот это бревна. Вот это, конечно, с иглой, конечно, не сравнить. Смотрите, братцы, какая ширина. Вот к чему я стремился, так как у флагмана всего лишь 60. А здесь, ребята, смотрите, какая площадь. 87 вроде по паспорту. Вот это дура. 380. Я уже побоялся брать 420. Ну, здесь, ребята, смотрите, какой объем. Это просто ужас. Смотрите, какое дно. Дно как камень. Отлично. 2 спускных клапана на баллоне и на полу. Если будем перегреваться где-то на солнце, то клапан не даст взорваться, так скажем, и подспустит. Покрытие вот такое шуршавое. Ноги скользить не будут. Но я в любом случае сюда закажу эваковрик. Так, для надежности. Потому что в наше время брать сейчас какие-то вещи, надо их просто беречь. Ой, красоточка, ребята. Стандартный транец. Я посмотрел здесь по паспорту. Здесь такая бирка. На флагмане у меня была вот здесь, а здесь вот железная. То, что стандартный получается 22,7 градус. Значит, я вешаю полностью до конца. Никаких прокладочек. Тут, знаете, кто-то там подтягивает какие-то брусочки. Ничего не надо будет делать. Будет ходить в огонь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, ну тут у нас спускной клапан. На флагмане у меня был по центру, здесь сбоку. Отлично. В общем, 3 клапана плюс дно. 2 задние. Спереди первый, передний точнее, и на носу сам дно. По паспорту, ребята, что мы смотрим, что мы имеем? Модель Е380R, Гладиатор, 650 грузоподъемность. Мотор, ребята, можем вешать 30-ку, до 30 лошадей. На флагмане у меня был до 15. Вместимость человек 5. Ну и, в общем, сам номер. ООО Меркурий ДВ. Вот это пушка. Вот это зверюга, ребята, ё-моё. Вот это зверь. Ладно, сейчас переверну, посмотрю, как там кили, что дальше. Так, ну наглядно кор по всему вот этому, как он называется, кор же, да, правильно, ребята? По всему периметру. Он еще как бы не распрямился. Ну, под весла стандартно. Вот такие буйки, как скажем, в оплеточке. Железные кольца уже идут. Ручка, чтобы держаться, когда управляешь мотором. Также идет спереди вся эта штука. Здесь смотрю по краям вот такое кольцо. Здесь 2 ручки спереди, чтобы поднимать лодку, так как лодка не маленькая. Ну, соответственно, то же самое здесь. Здесь это, возможно, под тент, ребят. Так как топ-функции, знаете, есть носовые тенды. Возможно, приобретем также. Ну, в общем, здесь все стандартно. Ручек больше никаких нету. Соответственно, держаться пассажирам только там. Ну, а здесь, если резко поворачивать, то есть ручка для управления. В общем, стандартные лавочки, но они очень широкие, ребят. Смотрите, здесь аж по 2. На флагмане у меня была всего лишь 1, а здесь аж по 2. Такие широкие скамейки. Опять же, здесь можно мягкие накладки приобретать. Ладно, сейчас это мы установим. И хочу перевернуть лодку. Дно у нас, ребята, в общем, полностью черное. Смотрите, какой киль. Тоже полностью идет от носа до... И вот такие защитные накладки больше середины лодки. Вот они идут. Смотрите, какие накладочки, ребята. Это все шикарно. В общем, проклеено все вроде неплохо. Смотрю дно. Киль. Ну, киль тоже, смотрю, вот аж вышел на баллон. Шикарно. Ну и, соответственно, здесь тоже 2 ручки.
Ну, ширина, ребят. Смотрите, какой объем. Ну, по флагману, наверное, вот так и идет баллон. А здесь, да, супер. Просто супер. Ладно, устанавливаем весла, устанавливаем сидушки. Ну и разбираемся потихоньку дальше. Такие уголки вклеены. Ах, цвет, ребята, цвет. Цвет просто огонь. Я всю дорогу мечтал вот именно только в камуфляже. Все, отлично, вдел. Ну, потом плюс-минус, как надо будет. Давай, ласточка. Так, взял веревочку, ребята. Сейчас привяжем веревочку. Взял сетку. Но это Лехе в подарок. Поднимусь в деревню к Лехе. Он может меня встретит, если дозвонюсь. Созванивался с ним. Потихоньку рыбачит. Что делать? Остается как-то кушать надо. Рыбачит на сетке. Вот, взял ему сеточку. Подарок, так скажем. Ну, он должен там угостить меня рыбкой свежей. Вроде, говорит, ничего, потихоньку ловим. Также, друзья, в комплекте шел вот такой конверт, скажем. Здесь у нас запасной переходник, в общем, и ключ под клапана. Кстати, некоторые бывают спускают, ищут дырку, ребята, а бывает такой момент, что просто надо подзатянуть. Шел клей для лодок ПВХ специально. И вот такие латочки готовые. Я надеюсь, что они мне не пригодятся. Под веревку по центру ничего нету. Ну, мы пропустим в ручку. Вот такая веревка. Я веревки мощные покупал, когда мотособаку поднимали из-под льда. Вот у меня остатки. Я думаю, что они валяться будут. Вот к новой кормилице. Мы сейчас сюда это запустим все дело. Вот она. Ну все. Новая веревочка. Отлично. Ну что, друзья, понесли мотор. Мотор, конечно, тяжелый. Не потаскаешь его. 40 килограмм. Тяжеловат, конечно. Все, ребята. Устанавливаем двигатель по центру. Затягиваем. И все у нас красиво. Ну что, давай, кормилец. Ну все, ребята, завел. Так, друзья, ну что, пробуем.
на новом баркасе, в новом сезоне. Вода большая, конечно, до ужаса. Вон, смотрите, какие бревна плывут. Сейчас немножко погреюсь. Но мотор, в принципе, обкатку прошел, но все же постоял зимушку. Вон какие бревна плывут. На ПВХ, конечно, на такую напоришься, на корягу, блин, неприятно будет. Все, друзья, пробуем. Ну все, положила в аккурат. Аккурат, ребятки. Коряк, конечно, много. Вон, там доски плывут. Надо глаз да глаз, блин, ё-моё. Красота. Ха-ха. А в газку добавим. Сегодня волна небольшая, конечно. Но в целом нормально. Пойдем на малую реку, ребят, посмотрим, как дела там, как берега. Сейчас просторы открыты, можно по рыбалке выезжать. Здесь устье затоплено. Но здесь намного поспокойнее, конечно. В общем, ребят, время, конечно, немножко потерял. Ну, погода вроде дает. Поеду до села, позвонил сейчас Лехе. Леха на связи. Спустится на берег, короче. Пообщаюсь. Ну и, в общем, передам ему подарок. Просил он у меня. А он говорит, у меня рыбки, говорит, немножко свежие, Андрюх, есть. Так что угостит рыбкой. Ладно, помчались. Что-то, ребят, замерз я, как собака. Ветер северяк, блин, холодно у нас. Ну, баркас, конечно, блин, огонь. Ладно, пойду туда. Леха должен на лодке тоже плыть. Ну, вот. Здесь хоть елочки немножко. Так. В общем, тут Лехе подарок. Сетка. А я по чаю, ребятки. Хорошо термосок взял с собой.
Замерзну. Вот это ветерочек, ребята. О, чаек. Хорошо. А вот и Леха плывет. Тут канавы затоплены, тут не перейти. С оттуда приходится плыть. Леха рыбак. Давненько не видал я его. Ну что, здорово, Леха. Ветер, холодно, да? Ветер, утром мы были в Боброве. Здорово. А тут сказал, пусти, да. Были, мучки были, да. Утром я ходал, Угу. возьми, мамку хочу. Не особо ловится, да, Лех? Не, ну, она ловила. Ну сейчас Сейчас вот, к выходным сейчас тепло будет, да пойдет рыбалка, наверное. если, блядь, Тебя. если вода Ну вот, поднимется, навестил Леху. В целом нормально все. Все хорошо. Дал сеточку, Леха занимается, рыбачит потихоньку. Угостил там щучкой, там 3-4 окушка. Ну, на вечер пожарим. Проверил сейчас одну тут сеточку недалеко. Нормально. Продуктов, говорит, правда нету, магазин-то не работает, считай, моста нету. Ну мы с Лариской поедем на выходных, через пару дней завезем что-нибудь. ну, сейчас пойду сразу проверить. Давай на связи тогда, Лех, я позвоню. Ну, давай. Ну все, ладно, помчали. Прокатимся еще. Лодка просто пушка, просто огонь. Такие габариты, прям, не знаю, приятно, реально приятно. Я сейчас нисколько как бы не думаю, что хотел 4.20, 3.80 в такой ширине. Просто шикарно. 46-е баллоны, ребята. Круто. И все такой цвет. Тайга, ребята. Ух. Ладно, прокачу, сейчас еще заскочу на другую малую реку. Она здесь тоже недалеко. Ну и, наверное, буду уже домой. Мотор-то у меня обкатан. Я хотел посмотреть, как идет лодка, как ход. Ну все шикарно, ребят. По скорости замерять пока не буду. Немножко надо посмотреть. Ну а так в целом круто, круто. Послезавтра, ребята, рвем когти. Попробуем по наливу. Ну хотя, сами видите, берегов нету. Просто нету. Вот тайга. Все просто затоплено. Есть, конечно, такие места, но в общем посмотрим, не знаю, с Лариской надо прокатиться. Обещают тепло. Так что круто, увидимся. Ладно, полетели.